Добрый день, уважаемые участники. Сегодня тема эфира «Историко-культурное наследие региона. Проблемы и пути развития». Наш сегодняшний эксперт, директор Центра охраны и использования историко-культурного наследия Рахат Машкенович. Приветствуем вас, Рахат Машкенович, и разрешите поздравить вас с профессиональным праздником, Международным днем памятников и исторических мест. Первый вопрос, который я хотел бы вам задать, очень простой. Назовите, пожалуйста, особенности, отличия памятников, объектов историко-культурного наследия и исторических мест. Добрый день, уважаемые подписчики. Ну, на первый взгляд, казалось бы, этот вопрос простой, но здесь есть свои особенности. В принципе, памятники и объекты историко-культурного наследия по логике это одно и то же. Единственное отличие у них – это юридические закрепления. То есть изначально любой объект историко-культурного наследия, он становится объектом после его изучения, паспортизации и юридического закрепления, то есть определения его статуса памятником, статус там археологии, градостроительства, архитектуры. После этих определений, после того, как юридически будет закреплено, то этот объект становится уже памятником. То есть по ним вот такие вот два различия юридическим. Что касается исторических мест, историческое место, ну, как мы все понимаем, это места, связанные непосредственно с различными событиями, которые проходили на том или ином месте, в том или ином регионе. К примеру, Анрахайская битва, да, где мы говорим Анрахай, да, вот это, если же мы ставим где-то памятник какому-то известной личности там в городе, то это уже будет памятником, но не будет при этом считаться историческим местом. То есть вот основные различия в этом. Спасибо большое, Рахат Машкенович. Второй вопрос мой будет. Вот, на мой взгляд, существует три базовых направления. Это право, то есть юридическая составляющая, культурная ценность памятников и этика окружающих. То есть отношение к бережному сохранению историко-культурного наследия, ну, простых людей, государственных органов, общественности. Расскажите, пожалуйста, так ли это? Какие наиболее яркие примеры сохранностников на вашей памяти в Северо-Казахстанской области? Действительно, здесь можно разделять на эти базовые направления. Правильно, как вы сказали, первое – это юридическая составляющая, это закрепление юридических актов, постановлений акиматов, правительства. К примеру, на сегодняшний день, если говорить по нашей республике, под государственную охрану различными постановлениями Министерства культуры, приказа министра культуры, различными постановлениями акиматами принято культуры. Из них 255 и носят статус республиканского значения. Соответственно, наличие такого количества памятников, оно подразумевает под собой соответствующие юридические документы, различные правила, постановления, различные методические какие-то пособия по сохранению, содержанию, выявлению этих памятников. Что же касается непосредственно культурной ценности, да, и этики окружающих, но здесь, наверное, больше нужно говорить о общей культуре сохранения этих памятников. То есть сейчас, наверное, знаете, после выхода в свет программы «Рухани Жаңғыру», где в том числе особое значение уделялось таким программам, как «Туған жер» и «Сакральная география Казахстана», да, мы можем говорить, что уже и среди людей в их памяти, да, начинают всплывать имена различных батыров, своих предков, вышедших с того или иного села. Также здесь стоит говорить о большой возрастающей роли, наверное, устного народного творчества, различные легенды, эпосы, из которых те же ученые могут черпать какую-то определенную информацию и уже в дальнейшем сопоставлять. Если говорить по нам, ну, к примеру, да, вот на своем опыте, всем известный Сегес-Сере, известный Акын, Сере, второй половины 19 века, начало 20 века, тоже долгое время не было известно, где он захоронен.
К сожалению, он был участником восстания Махамбета Утемисова и Сатая Тайманова, да, и в свое время все его документы, они были просто-напросто уничтожены. То есть мы знаем, что он, так же, как и Чукан Валиханов, учился в Омском кадетском корпусе, но, к сожалению, вот этих документов уже там нету. То есть все активные участники таких различных восстаний, как правило, информация о них исчезает, утрачивается. Скорее всего, и целенаправленно она была уничтожена. Но мы взяли произведение Сабита Муканова «Дорога жизни», там, Габита Мусрепова из его воспоминаний. Также мы взяли различные Айты Саакына, где вот упоминается имя Сига Сере, и которые вот говорили, что вот на берегу озера Дос, на его правом берегу высоком захоронен Сига Сере. Когда мы начали это изучать, то есть мы сначала по картам посмотрели, где это Дос озеро, все это. Потом мы непосредственно уже с археологами выезжали, это у нас в Тимирязевском районе. Мы нашли прямо это место, озеро Дос нашли, этот высокий берег, обнаружили там старое захоронение, зират старое. И по легендам тем же того же Сабита Муканова, Габита Мусрепова вспоминает, что Сига Сере, он был захоронен вместе со своей супругой. Чуть позже его супруга была подзахоронена. То есть мы нашли прямо это парное захоронение. И сейчас мы, в принципе, можем уже смело утверждать, что вот здесь покоится Сига Сере. То есть, видите, вот эта культурная память, народная память, она нам дает тоже большой пласт тогда, когда мы не можем найти конкретных архивных материалов. И сохранение именно вот этой культурной памяти сейчас очень ценно. К сожалению, очень быстро, особенно в последнее время, в годы пандемии, очень много аксакалов у нас ушло, тех людей, которые еще помнят начало 20 века, да, и вот опрашивая их, собирая у них информацию, мы пополняем. Также вот еще, как вы сказали, этика окружающих, к сожалению, сейчас она век такой глобализации, глобальной культуры, очень большое засилие массовой культуры, и вот мы начинаем терять вот эти корни, наши исторические корни, и, соответственно, мы теряем вот эту память о прошлом. Простой пример. Мы поставили, у нас есть в городе Петропавловске памятник могилы воинам-мусульманам, погибших в эвакогоспиталях в городе Петропавловске во время Великой Отечественной войны, когда после ранений их захоранивали в братские могилы. Мы там ежегодно к 9 мая проводим субботники, уборку территории, и там мы поставили обычную табличку с именами всех, кто там был захоронен в этой братской могиле. Там порядка 49 фамилий было внесено. Мы его поставили накануне 9 мая. Придя уже непосредственно к 9 мая для возложения, мы обнаружили, что табличка, обычно пластиковая табличка, она была просто сломлена и выкинута. То есть люди посчитали, что это металл, сделан на алюминии, просто-напросто попытались вырвали, а когда уже посмотрели, что это обычно пластик, просто-напросто выкинут. То есть акты вандализма таких, к сожалению, имеются. Также вот тоже накануне 9 мая как-то вот едем по Астане в автобусе, маленький мальчик, вот перед нами сидел ветеран войны, с наградами был, все это. И мальчик лет 5 спрашивает у мамы, кто это такой. И мама, ну, на автобус, разговор в автобусе получается, и мама ему объясняет, что вот это герои, они участвовали в войне, защищали нашу жизнь, ну, как мы обычно все говорим. Ну, все, проходит минуты две, и мальчик вопрос такой маму задает: мама, а какой же герой? Он же не Человек-паук, не Бэтмен. То есть мышление наших детей уже, вот говорю, от массовой культуры вот это забито, что для них герои — это вот люди, вот эти комиксы, кто в комиксах. А то, что именно наших батыров, тех же утраченных, которые мы сейчас поднимаем, они, к сожалению, забыты. И вот про вот здесь нужно и говорить о культуре памяти, об общей такой культуре народа, который, в принципе, вот не зря же говорят, что без прошлого нету настоящего и не будет будущего. Поэтому сохраняя вот эти памятники, рассказывая, объявляя, популяризируя, мы тем самым сохраняем нашу историю. Спасибо большое, Рахат Машкенович. Очень интересно вы рассказали о ваших методах работы, сборе данных этнографических. Но я думаю, действительно, нужно продолжать работу, наверное, с молодым поколением, как бы, да,
несмотря на то, что действительно такой поток информации, но от того, как мы тоже будем, наверное, просвещать, да, популяризировать историко-культурное наследие, тоже очень много зависит. И в этой связи еще один такой вопрос. Назовите, пожалуйста, наиболее яркие такие, может быть, с точки зрения туризма, там, культуры, памятники Северо-Казахстанской области. Каких-то, может быть, особенно уникальные, известные широким массам, так скажем. Но если говорить о непосредственно Северо-Казахстанской области, то в государственный список памятников истории и культуры нашего региона входит 597 памятников, принятых именно под государственную охрану. Из них 8 имеют статус республиканского значения. Также, помимо этого, у нас есть памятники Великой Отечественной войны, их порядка 537 памятников, и памятники, внесенные в списочный учет предварительного учета. Их на сегодняшний день у нас 28 объектов. Большинство из памятников – это у нас памятники археологии. Наиболее археология – это поселение Батай, место, где впервые была проведена доместикация лошади. Это уникальное такое поселение площадью 62 гектара. На сегодняшний день оно было открыто уже более 40 лет назад, но при этом археологические исследования до сих пор идут на этом памятнике. Оно очень интересно помимо наших отечественных, то и для иностранных ученых, которые активно сюда приезжают, проводят свои археологические исследования. Стоит отметить, что сейчас прорабатывается вопрос, создан музей-заповедник Батай республиканского значения, где мы сейчас интервью даем. Ими сейчас активно прорабатывается вопрос по строительству визит-центра. В этом году непосредственно акимат области принял решение о строительстве археологической базы именно в селе Никольском для археологов. То есть такой момент, что раньше, как мы говорили, археологи в палатках жили, ни быта, ни условий, но теперь, если мы сейчас отстроим эту базу, то там будут современные и душевые, и столовые, и камералка, уже такие цивилизованные, что называется, условия для современных исследований. Также у нас такие есть интересные памятники, как у нас памятники датируют каменного века, заканчивая средневековьем. К сожалению, средневековье мало изучено, очень хорошо изучен период мезолита и неолита из каменных веков. РЖВ. Из последнего, то, что нами было обнаружено, это мазары Кызылаба, урочище Кызылаба в Алихановском районе. Этот памятник интересен тем, что до этого на территории Северо-Казахстанской области не было памятников эпохи Средневековья, хорошо изучены, тем более памятников периода Золотой Орды. Мы, когда раскопали сейчас один мазар, там непосредственно обнаружились монеты, которые нам позволяют давать датировку уже. То есть датировка идет 1437 год. Это как раз-таки время правления Узбек-хана, при котором был расцвет Золотой Орды, расцвет того же ислама. И исходя из записей современников Узбек-хана, то мы видим, что там описывается, что на исходе своих лет Узбек-хан ходил по Северной Орке и строил мазары благочестивых мусульман. То есть как раз-таки правление Узбек-хана закончилось в 1442 году. То есть это все Северная Орка, это как раз-таки территория Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской областей. Вот это все нам позволяет говорить, что здесь находился некий, может быть, сакральный центр Золотой Орды. Именно помимо этого мазара мы там еще прослеживаем 6 мазаров. Там очень хорошо прослеживаются ирригационные системы, также прослеживаются печи. И у нас есть такая задумка, которую в свое время выдвинул Алкей Хаканович Маргулан, отец казахстанской археологии, что именно на севере вот здесь были тоже свои города. Потому что если сейчас, изучая учебники истории Казахстана, то мы видим там только южные города. Тарас, Туркестан, Отрар, и практически никто из нас не назовет город, который был на севере Казахстана. И если все нормально будет, мы в этом планируем провести разведочные раскопки и попробуем найти поселение, город именно на севере Казахстана.
Это вот то, что касается памятников археологии. Если же говорить о градостроительстве, ну, как вы знаете, Петропавловск – это город купцов. Здесь у нас на сегодняшний день 65 купеческих зданий, принятых под государственную охрану. Тоже есть разные направления, стилистики. Здесь и модерн прослеживается, и барокко прослеживается, здания в стиле готика, марокканской архитектуры, колониализма, марокканский колониализм. К примеру, здание кинотеатра «Новый свет». Да, вот у нас сейчас всем известно в городе кинотеатр «Новый свет». Это первый кинотеатр, который был построен в Казахстане. В 1909 году началось его строительство, и он до сих пор используется как кинотеатр. То есть, ну, для нас это уникально. Допустим, тот же о ландшафтной зоне говорить. Первый парк тоже Казахстана, он заложен именно в Петропавловске в 1861 году, и он до сих пор у нас, эта территория парка сохраняется. У нас старый парк, мы его называем, прогулочный. То есть мы там не даем строительства никаких-то кафе, летников. Есть вот такой прогулочный семейный парк. Вот и такие уникальные объекты. Стоит отметить, что в 2009-2008 году мы участвовали в конкурсе «Лучший город СНГ», и мы заняли 3-е место в номинации «Сохранение историко-культурного наследия». 145 городов участвовало. 1-е место Санкт-Петербург, 2-е место Казань, 3-е место Петропавловск. То есть позади нас такие города, как Москва, Киев, Баку. То есть для нас это, в принципе, тоже очень знатно так. И поэтому нам есть что показать, есть чем удивить. Приезжайте. Да, действительно очень интересно, Рахат Машкенович. Особенно вот эта тема северных городов, да, вот кинотеатр, который уникальный сам по себе очень. Рахат Также у Машкенович. нас, еще добавлю, у нас очень, ну, сейчас мы развиваем туристические направления, разработки туристических маршрутов различных, где мы охватываем наши районы. Сейчас мы активно, у нас отработан маршрут по району. Помимо него у нас там есть усадьба Сырымбет, родовое поместье Чуканова-Лиханова, мемориальный комплекс Карасай-Кантай-Батыров. Как известно, Карасай был прадедом нашего Ельбасы. Также там у нас уникальная природная зона и Имантау-Чулкарская курортная зона. Помимо этого мы сейчас отработали хороший момент Жамбылский район. Жамбылский район у нас Забит, Мукван, Шухов, Кажиберген, Жирау, тот же Сегес, они вот все с этого района. Мы такой литературный маршрут там продумали. В принципе, в летний период вот мы сейчас будем опробовать его запускать. Такие еще добавить хотел, то, что именно с туризмом связано. Да, очень интересно, Рахат Машкинович. Но знаете, еще такая проблема есть. Для того, чтобы все это эффективно сохранить и развивать, нужны эффективные тоже нормативно-правовые акты. Вот какие вот можете назвать наиболее такие, знаете, эффективные или, наоборот, какие-то, может быть, проблемы существуют в этом плане законодательные? Можете озвучить эту тематику? Именно в сфере Да, у нас историко-культурной. здесь стоит отметить, что закон об охране, основной наш закон, это закон об охране использования историко-культурного наследия. Это один из старейших законов в нашей республике за периоды независимости. Впервые он был принят 7 июля 1992 года. То есть 16 декабря 1991, как вы знаете, мы получили независимость официально, да, и уже к июлю месяцу, помимо всяких экономических подзаконных актов, именно и вышел наш закон об охране историко-культурного наследия. К сожалению, есть определенные проблемы, связанные с юридическим законодательством. В 2019 году было в наш закон внесены изменения, дополнения. Изменения и дополнения коснулись, помимо прочего, 5 кодексов. Это и земельный кодекс, и налоговый кодекс, и административный кодекс. То есть из-за того, что вносились изменения в этот закон, вносились изменения в эти кодексы. Но, несмотря на это, время идет, все равно остаются определенные загвоздки. Непосредственно они, на мой взгляд, связаны именно с соблюдением и проведением охранных мероприятий. К примеру, по той же археологии, допустим, не всегда понятно, как правильно проводить консервацию.
как правильно проводить археологические исследования, что можно использовать, что нет. Допустим, тот же металлоискатель, он сейчас запрещен в использовании, но при этом, допустим, если он официально использовать как лицензированный, он снимает очень много проблем для археологов. То есть он более четкое понятие дает, где лучше копать, где лучше не копать. То есть, по идее, необходимость его использования есть. Опять же, использование геосканов тоже, по идее, запрещено, так как это магнитное все это, но при этом, если его правильно использовать, правильными людьми, теми, кто занимается наукой, изучением, он им тоже дает очень большой пласт для изучения и улучшения своей работы, археологической работы. Также у нас, к сожалению, сейчас, с 2000 года, указом президента, памятники истории и культуры, они внесены в реестр, которые не подлежат приватизации. Если вот опять же брать пример Петропавловск, то до 2000 года у нас большая часть зданий памятников, она была передана в частную собственность, благодаря чему мы смогли сохранить эти здания. То есть им передавалось в собственность с обязательным условием, что они будут его восстанавливать, сохранять, смотреть за ним, подписывать охранные обязательства. И таким образом мы большую часть наших памятников, на мой взгляд, мы спасли. Сейчас у нас, к примеру, в том же Петропавловске есть несколько объектов, которые находятся в госсобственности. Как я уже сказал, в частную нельзя их отдать, но можно отдавать, допустим, в аренду под определенную, там есть оплата и своя разбивка по квадратуре. Ну, к примеру, просто вот у нас есть переселенческий пункт, и такое тоже историческое место, памятник деревянного зодчества, там 6 зданий, общая площадь квадратура составляет там, и сейчас вот оно находится на балансе города Петропавловска, госсобственности. У города, к сожалению, нет денег восстанавливать этот памятник, и в аренду они пытаются отдать, но, естественно, никто не будет брать, платя такую сумму за аренду, плюс еще вкладывая деньги на восстановление. Причем аренда дается буквально на 3 года. То есть у людей, естественно, возникает опасение, что да, мы восстановим за 3 года, но мы потом окупить это не сможем. И потом не скажет государство, все, мы у тебя забираем. То есть у нас нету как такой подстраховки, что называется, у них. Понятно. И поэтому возникают вот эти вот коллизии, где вот мы сейчас пытаемся пролоббировать этот вопрос, чтобы, может быть, разрешили давать доверительное управление. К примеру, в России есть так называемый, негласно закону, рублевая аренда, когда здания-памятники передаются в аренду за символическую сумму 1 рубль, но с обязательным условием восстановления, и отдается минимум на 10 лет. То есть в течение 3 лет человек, который взял в аренду, он должен восстановить это здание, и у него минимум 7 лет есть, чтобы получить оттуда выгоду полностью. Вот, может быть, нам пойти по вот этому пути. То есть нюансы, несовершенства законодательства есть, тот же госконтроль, как правильно осуществлять, у нас есть практически в каждом регионе центры по охране памятников, но контрольных функций как таковых нету. То есть если раньше были инспекции, конкретно были контрольно-надзорные функции, сейчас вся наша деятельность, она оказывается в виде больше мониторингов. И чтобы наказать человека в случае нарушения, привлечь его к административному правонарушениям кодексу, да, то надо очень большие ступени пройти, начиная от управления культуры, акимата области, ДВД, вплоть до министерства. То есть это очень затягивает процедуру наказания, что называется. И за это время, в принципе, можно утерять памятник. Эти вопросы мы сейчас поднимаем, закрепляем. У нас буквально на той неделе прошел Open Space по сохранению историко-культурного наследия. Приезжали наши коллеги с разных регионов, 7 областей. Вот мы вот эти все проблемные вопросы обсудили, тоже закрепили результативно, и сейчас направляем в Министерство культуры. Спасибо, Рахат Машкенович. Знаете, тут еще вопрос. Ответить, да? Снова зайдем. Так, добрый день, коллеги. Всех с праздником. Уважаемый Рахат Машкенович, скажите, пожалуйста, какая работа ведется в плане популяризации историко-культурного наследия
среди молодежи подрастающего поколения. Спасибо за обратную связь. Спасибо за вопрос. Да, действительно, у нас центр ведет свою работу по нескольким направлениям. Это помимо того, что мы занимаемся выявлением, мониторингом охраны памятников, проведением реставрационных и архивных различные видеоролики с нашими местными телеканалами, НТРК, Кызылжар, Петропавл, где мы еженедельно выпускаем наши передачи, связанные по истории родного края, с сакральными местами. Помимо этого мы активно ведем работу со школами, то есть дети сейчас, как известно, пишут различные школьные проекты, и многие, допустим, проекты, они приходят, показывают нам, где-то мы выступаем совместно с ними, где-то мы выступаем рецензентами, и дети занимают у нас на республике призовые места. Ну, к примеру, у нас есть школьница, вот мы говорим, восьмиклассница, которая разработала проект туристический маршрут из Жамансопки. Когда она нам впервые пришла, показала, то есть, чтобы мы дали свое заключение, правильно она пишет, неправильно. Мы посмотрели, тоже заинтересовались, и мы ей предложили попробовать непосредственно самой проехаться по этому маршруту. Мы сами соорудили эту экспедицию, собрали заинтересованных лиц, туда у нас вошли журналисты, также у нас вошли туроператоры, и непосредственно проехались по этим маршрутам, мы показали порядка 8 объектов, в этот турмаршрут было включено. В результате ребенок посмотрел и уже своими глазами понял, где какие у нее ошибки были, уже доработала. И доработав, она выставила на область сначала, на конкурсе она первое место заняла, и на республике второе место заняла. То есть уже такие подвижки есть. В рамках недели памятников мы провели конкурс сочинений среди школьников историко-культурные места Северо-Казахстанской области. Тоже вот мы сегодня буквально в обед подводили итоги, чествовали победителей. Тоже мы первоначально думали, что мало будет участников, 30-35, порядка человек, надеялись, что будет, но нам прислали почти 121 сочинение, рассказывающие о памятниках нашей области, причем это не только городские дети, но и дети с сел приняли активное участие. Для нас это было таким большим сюрпризом, интересно было почитать сочинения. И вот мы их награждали, и там участники 5 и 6 классов, и 11 классов. То есть интерес есть. Также мы активно проводим работу, как я уже говорил, и помимо учеников, и с учителями школ, тоже разрабатываем различные проекты, в результате которого учителя у нас пишут свои авторские проекты. К примеру, сейчас учитель школы Дарен, мы разработали сакральную карту Северо-Казахстанской области совместно с ними. Он сейчас защитил ее как авторское право на республике получил, и теперь этот опыт он уже аккумулирует на территории Кустанайской и Акмолинской областей. Что еще можем сказать, что активно где-то вот мы проводим, допустим, помимо таких, проводим различные соцопросы, субботники. Вот в рамках недели памяти мы проводили интеллектуальные игры, что, где, когда, где логика. Тоже выставляли призовые места. В субботу мы буквально провели большой турнир, тоже думали сначала делать его на уровне города, но люди изъявили желание с Астаны, с Алматы, с Кустаная, с Павлодара, рыцарский турнир «Битва веков». То есть спортивное такое соревнование, посвящено памяти наших батыров и героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны. Это было такое однодневное большое мероприятие. В течение дня мы его проводили на городской площади. Вот так мы популяризируем, в принципе, рассказываем, показываем. Спасибо большое, Рахат Машкенович, за содержательную, очень интересную беседу. Благодарю всех участников нашего сегодняшнего прямого эфира. Хочу пожелать вам дальнейших успехов в работе по популяризации нашего богатого историко-культурного наследия. Всем большое спасибо. Спасибо.
Всех с праздником еще раз. Спасибо. До свидания.